Украинский независимый блог представляет. Здравствуйте! В эфире канала УНБ 27 выпуск презентации «Люблю компьютерные игры». Тема презентации «Почему люди играют в компьютерные игры?» Поехали! В современном мире технологий у нас появилось множество развлечений, которые ранее были недоступны. Теперь мы можем смотреть любимые фильмы и сериалы, и при этом нам не нужно идти в кинотеатр или даже ожидать показа передачи по телевизору. Нужно всего лишь набрать в поиске ключевые слова. Еще одно развлечение, которое помогает отдохнуть и забыть обо всем – компьютерные игры. Почему люди начинают играть в компьютерные игры? Что их так привлекает в виртуальном мире? На этот вопрос можно найти множество разных ответов. Например, возможность создавать свой мир. С детства нам всем читали сказки, в которых мы могли представлять себя кем угодно – принцами, принцессами, волшебниками, рыцарями. Но потом дети повзрослели, и играть в сказку стало чем-то неправильным. Компьютерные игры вновь дают взрослому шанс сотворить свой мир. Существует множество самых разнообразных игровых жанров. Аркады, стратегии, экшены, шутеры, ролевые игры и так далее. Каждый может стать воином, спасителем вселенной или создателем своего мира. В компьютерных играх человек достигает того, чего не может достигнуть в жизни, да еще и за более короткое время. Ведь легче научиться водить виртуальную машину, нежели сдать на права в реале. Тем более, если вы разобьете машину в игре, то от этого никто не пострадает. Поэтому многие начинают играть для того, чтобы воплотить свои фантазии, родом из детства. Особенно компьютерными играми увлекаются мужчины, хотя и женщины тоже от них не отстают. Каждый парень в детстве играл в войну. Поэтому представители сильного пола чаще всего останавливают свой выбор на различных шутерах и стратегиях. Ведь это так интересно, как в детстве создать свою армию и пойти уничтожать врага или наоборот победить всех в одиночку. Вот только в компьютерных играх все еще и сопровождается реалистичными эффектами и интересными сюжетами. В свою очередь, девушки часто отдают предпочтение различным симуляторам. В этом сложно не увидеть игры в куклы и дочки-матери. Как и в детстве, девушки моделируют персонажей, развивают их жизненные и любовные истории. И опять-таки, в игре все сделать намного легче, чем в реальном мире. Если когда-то нужно было просить маму или же учиться самой шить платье для любимой Барби, то теперь нужно всего лишь кликнуть мышкой, и на экране появится целый гардероб различной одежды. Так что можно считать, что одной из причин, по которой мы играем в компьютерные игры, это желание вернуться в детство и создать свой мир. Просто в реальности это сделать можно разве что играя со своими детьми, а вот в виртуальном мире никто нас не осудит за то, что нам до сих пор хочется играться в войнушки и дочки-матери. Виртуальный онлайн-мир. Отдельной категорией игр являются онлайн-игры. Их особенность в том, что здесь можно не только создавать персонажа, получать навыки и сражаться, но и общаться с реальными людьми. По сути, это возможность завести друзей, с которыми у вас так много общих интересов. Наверное, благодаря всем этим факторам онлайн-игры являются очень популярными как среди парней, так и среди девушек. Зачастую люди выбирают фэнтезийные миры, поскольку, как уже говорилось раньше, нам все равно хочется хоть немного пожить в сказке, признаем мы это или нет. Онлайн-игры дают такую возможность любому. Вы можете быть кем захотите: магом, целителем, воином, лучником. Выбирайте персонаж, придумывайте ему имя, и перед вами откроется удивительный мир, в котором вы действительно можете все. Онлайн-игры затягивают людей еще и потому, что там есть реальная конкуренция. Ведь если вы проиграете обычным ботом, то спокойно пойдете переигрывать еще раз. А вот когда вы проиграли реальному человеку, управляющему персонажем, да еще и услышали от него пару насмешек, желание быть лучшим возрастает во много раз. И тогда игрок начинает проходить задания, чтобы получить вещи, которые дают некие бонусы, и сражаться с другими людьми, чтобы стать непобедимым героем. Каждому хочется быть лучшим, и зачастую те, кто чего-то не может добиться в реальной жизни, воплощает фантазии в виртуальном мире. Хотя далеко не всегда люди ищут в виртуале полный заменитель реальности. Иногда человеку просто хочется чем-то себя поразвлечь, и онлайн-игра помогает ему забыть на некоторое время о своих проблемах и немного пожить в сказке, при этом еще и общаясь с вполне реальными людьми. Заработок в игре.
Некоторые люди играют в компьютерные игры, чтобы заработать. Человек может быть тестером, который проверяет новые игры, или же просто заниматься прокачкой персонажей. Последний вариант касается именно онлайн-игр. Дело в том, что самыми лучшими становятся те бойцы, у которых есть самая уникальная броня, оружие, наносящее наибольшее количество урона, элитная бижутерия и так далее. Некоторым игрокам не хочется заниматься прокачкой персонажа, то есть долгое время выполнять некие задания, которые называются квестами, чтобы собрать виртуальные деньги для покупки брони, оружия или же убивать мобов, от которых можно получить все необходимое. Таким игрокам легче купить персонажа, у которого есть все. Именно для них люди прокачивают своих магов и воинов, а потом продают за достаточно большие суммы денег. Стоит отметить, что при правильном подходе и умении хорошо играть, действительно можно неплохо зарабатывать. Правда, изначально нужно вложить определенную сумму. Дело в том, что такой бизнес возможен только на официальных серверах, то есть только тех, за пребывание на которых нужно платить ежемесячно определенную сумму. На самом деле компьютерные игры — это очень интересное и полезное развлечение, если, конечно, человек не начинает полностью уходить в виртуальный мир и заменять им реальный. Тогда уже стоит беспокоиться о его психологическом состоянии. В других случаях компьютерные игры — это возможность развить силу, ловкость и мышление, а также немного пожить в той сказке, о которой каждый из нас мечтал в детстве. Список литературы 1. HTTP, VMQLT, Post, Blog Official 41. HTML. Почему люди играют в компьютерные игры? Интересные статьи, новости и факты Gamequality 13 мая 2014 года. 2. HTTP, World Wide Web. Elements, RU 17592. Почему люди играют в компьютерные игры? HTML. Почему люди в компьютерные игры? Полный Минсанка. Есть вопросы? Звоните +38 097 920 85 23. Или заходите на сайт UIB.UE. Увидимся в следующей презентации.